гарантировать невмешательство региональных властей во время процесса праймериз? Хорошо, я отвечу на этот вопрос. Как говорилось на основных принципах, да, значит, в работе счетных комиссий, в состав счетной комиссии и так далее мы будем принимать и просим даже общественные организации, чтобы они принимали активное участие. Это первый момент. Второй момент, задача исполнительного комитета партии, наша задача, наших исполкомов на местах секретарей, для того, чтобы легитимно, открыто, прозрачно провести предварительное голосование. Но тем не менее, значит, наши уважаемые, значит, и руководство республики открыто могут свою позицию говорить населению. Как гражданин Российской Федерации, как человек, если он импонирует за кого-то, может об этом говорить. Это не возбраняется, только приветствуется. Каждый из участников предварительного голосования в качестве кандидатов вправе направить своих наблюдателей в счетные комиссии. В каждую же счетную комиссию. И участвовать в подсчете голосов. Да? Уважаемые коллеги, еще есть вопросы? Вот наша беда в основном, почему наши кандидаты проигрывают, да, которые прошли предварительное голосование и в итоге не занимают те должности, которые выдвигаются. В первую очередь это качество проведения предварительного голосования. С одной стороны понятно, что кто-то там кому-то удобен, и он хочет своего провести человека, чтобы тот потом баллотировался от имени партии. Но в итоге эти люди из тепличных условий проходят предварительное голосование и потом в поле проигрывают. Поэтому для того, чтобы добиться сильного человека, сильного кандидата от партии, который уверенно победит на предстоящих думских выборах, нам нужно именно открытое голосование, чтобы люди сами подсказали нам, кого же нам взять кандидата. Основное условие, одно из условий будет также проведение предварительного голосования, это дебаты. Кандидат, участвующий в предварительном голосовании в качестве кандидата, отказавшийся от участия в дебатах, будет снят с этой гонки. Спасибо. Уважаемые коллеги,